Новости о массовом притеснении уйгуров Восточного Туркестана последнее время стали не редкостью. В ситуацию вмешалась даже Организация Объединенных Наций и потребовала от Китая прекратить репрессивную политику в отношении тюркского народа. Но несмотря на то, что через так называемые лагеря перевоспитания прошли более миллиона мусульман, чему есть огромное количество документальных свидетельств, Пекин продолжает все отрицать. Наибольшее удивление вызывает позиция стран исламского мира. В лучшем случае их реакция – отмалчиваться, делать вид, что ничего не происходит. Некоторые идут еще дальше, например, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман с пониманием отнесся к созданию лагерей перевоспитания. По его мнению, данная политика направлена совсем не на ассимиляцию и искоренение идентичности уйгурского народа, а на борьбу с экстремизмом и терроризмом. Белой вороной в этом ряду стала Турция. Министерство иностранных дел страны официально заявило, что репрессии коммунистического Китая в отношении мусульманского этнического меньшинства – это большой позор для человечества. В ответ Пекин, разумеется, немедленно обвинил Анкару во лжи. Сегодня Китай – вторая по объемам экономика мира. Мало какая страна, за исключением ведущих держав, отважится портить отношения с Поднебесной, да и те возмущаются в основном лишь на словах. Речи о каких-либо санкциях или ограничениях не идет. Китай все прекрасно понимает и извлекает из своего положения максимум. В этой связи смелости Турции можно только позавидовать. Подписывайтесь на канал Ислам Джаштары.